Путин предложил Токаеву создать союз России, Казахстана и Узбекистана. Из России экстрадирован еще один уроженец Горно-Бадахшанской автономной области. Золотая эра отношений Лондона и Китая закончилась. В крупнейших городах Китая прошли акции протеста против антиковидных ограничений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает высказанное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложение создать некий трехсторонний союз Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере. Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере, но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал Владимиру Владимировичу о том, что такие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы, сказал Токаев на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, которая прошла после российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Кремле, передает Интерфакс. Президент Казахстана выразил уверенность, что соответствующие договоренности будут достигнуты. Тем более сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана, сообщил Токаев. Он добавил: нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне, не говоря уже о наших специалистах, с тем, чтобы прийти к искомому результату и соглашению. Почему бы и нет, заключил президент Казахстана. Президент Казахстана отправился в Россию с официальным визитом. Токаев и Путин подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Россия экстрадировала в Таджикистан 34-летнего Амида Алифшоева, уроженца Махалы хлебзавод города Харок. Об этом сообщили его близкие, отметив, что причина задержания и высылки им неизвестна. Амид Алифшоев был задержан на прошлой неделе на съемной квартире в Москве людьми в масках и камуфляжной форме. Правоохранительные органы России и Таджикистана задержание уроженца Гбао Амида Алифшоева не комментируют. Амид Алифшоев, по словам близких, 5 лет назад покинул Таджикистан и все эти годы жил и работал в российской столице. Интернет-портал Памир Daily News ранее писал, что за последние полгода не менее 20 уроженцев Горно-Бадахшана были похищены в России и доставлены в Таджикистан. Некоторые из них имеют двойное гражданство Таджикистана и Российской Федерации. Золотая эра в отношении Лондона и Пекина закончилась. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, призвав к пересмотру подходов к Китаю. Будем откровенны, так называемая «золотая эра» завершена, а вместе с ним и наивная идея, что торговля способна привести к социальным и политическим реформам, заявил Сунак на банкете лорд-мэра Лондона. Британский премьер убежден, что также не стоит опираться на упрощенную риторику времен Холодной войны. Политик упомянул акции протеста против карантинных ограничений в Китае и задержание корреспондента британской вещательной корпорации BBC Эдварда Лоуренса 27 ноября. Мы осознаем, что Китай представляет систематический вызов нашим ценностям и интересам, вызов, который становится острее по мере того, как страна движется к еще большему авторитаризму, сказал Сунак. Британский премьер пообещал в международной политике противопоставить действиям Китая не слова, а прагматичный подход. Великобритания будет противостоять конкурентам не на уровне риторики, а с помощью твердого прагматизма, добавил Сунак. В крупнейших городах Китая прошли акции протеста против введенных властями жестких антиковидных ограничений. Митингующие недовольны стратегией нулевой терпимости COVID-19 и протестующие требуют отменить ее, сообщают об этом западные СМИ. Сообщается, что протесты продолжались несколько дней в столице страны, Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах. BBC сообщила о задержании китайской полиции участников массовых демонстраций. Отмечается, что участники выступления часто выходят на улицу с пустыми белыми листами бумаги вместо лозунгов. Таким образом, они пытаются обойти цензурные запреты.
Как сообщает CNN, протесты в Китае начались после того, как в минувший четверг во время пожара в городе Урумчи погибли 10 человек.